الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Аллахның рахматы белән ошбу түгәрәк өстәлләребезне дәвам итәбез. Инде гадәтләнгәнчә без аны рус телендә алып барабыз. Шуңа күрә рус теленә күчербез, чөнки безнең беләбез, динебез ул милләт белән бәйле түгел. Дин ул милләт белән бәйле түгел. Дин ул барча кешеләргә иңдерелгән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин", ди Аллаһ Раббыбыз. Сине без галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрдек. Галәмнәргә, аерым бер халыкка гына түгел, бөтен галәмгә. Шуңа күрә дә төп мәгънә шушы дәресләребездән, өстәлләребездән ул дини гыйлемебезне арттыру. Шуңа күрә иншаллаһ инде бу безнең гадәттәгечә рус телендә дәвам итә. Хвала Аллаху, Господу миров. Лишь Ему мы поклоняемся, и лишь у Него мы просим помощи. Милостивого, милосердного, который наставил нас на прямой путь, одарил нас своими бесчисленными благами, которые, сколько бы мы ни старались, мы даже не в силах Аллаха Всевышнего, Субханаху ва Тааля, за все эти блага отблагодарить. Тот, кого Аллах Всевышний по своей милости наставил на прямой путь, того никто не собьет с этого прямого пути. А того же, кого Аллах пожелал сбить с прямого пути по своему знанию, по своей мудрости и справедливости, никто не сможет наставить на этот прямой путь. Кому Аллах пожелает блага, никто не сможет ему навредить. А кого Аллах пожелает испытать трудностями, то никто не сможет ему помочь. И милостью Аллаха и Его именем Аллаха мы продолжаем с вами цикл круглых столов. Этот круглый стол, тема этого круглого стола уже была затронута на прошлом круглом столе. Это было 2 месяца назад. И называлась она «Равновесие в жизни мусульманина». Равновесие в жизни мусульманина. Также мы называли эту тему как расставление приоритетов. То есть посредством этих круглых столов мы пытаемся понять и разъяснить то, что религия Аллаха Всевышнего, Субханаху ва Тааля, она гибкая. Она гибкая. И Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля, в этом сделал ее совершенной. И совершенство в этом и заключается, что религия Аллаха, ислам, шариат, он пригоден во все времена и в любых местах. И каждый мусульманин должен уметь правильно расставлять приоритеты в своей жизни, в первую очередь касательно вопросов религии, и также касательно своей жизни, семейной или же социального своего положения. Нужно правильно уметь расставлять приоритеты для того, чтобы в полной мере получить благо этой религии, в полной мере, ощутить сладость этой религии, не усложняя себе, не обременяя себя, не затрудняя, а наоборот, получая удовольствие и наслаждение от этой религии. И порой человек, не понимая вот этого, он, возвышая одни вещи над другими, в то время как, например, нужно было совершить по-другому, он тем самым усложняет себе религию, он затрудняет себе свое положение, свою жизнь и не ощущает сладости религии. И может даже до такого дойти, что человек, да убережет нас Аллах, может от религии отойти, потому что он не понял гибкость религии Аллаха, он не понял то, что в религии есть вещи, которые превосходят другие, и одни вещи стоят выше и важнее других вещей, и нужно правильно между этими вещами уметь регулировать и расставлять приоритеты. И сегодня продолжим мы с вами эту же тему равновесия в жизни мусульманина. Сегодня мы затронем пару правил, которые установили ученые нашей религии,
исходя, естественно, из текстов Священного Корана и хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, правила касательно расставления приоритетов. И первым правилом хотелось бы разобрать следующее. Аль-фараид кабля суннан ван навафиль, говорится, обязательные вещи стоят превыше дополнительных вещей. Обязательные, то есть фарз, фард, ваджиб, вещи стоят превыше, они являются важнее дополнительных, сунны или нефль. Что такое обязательные вещи, что такое дополнительные вещи? Обязательные вещи, как бы мы их ни называли, фард или ваджиб, это деяния, поклонения, поступки, за выполнение которых человек получает награду, а за оставление которых он заслуживает наказание, он получает грех. Это является обязательной вещью, фард или ваджиб. А дополнительные же вещи, что это? Сунна или нафль, или мустахаб, мандуб, разные терминологии есть, но они имеют одно понятие, это поступки, деяния, за выполнение которых человек получает награду, а за оставление которых он не получает греха. И правило гласит, те поступки обязательные, то есть за выполнение которых человек получает награду, а за оставление получает грех, они стоят выше и важнее над теми деяниями, за которые человек, за выполнение которых получает награду, а за оставление которых не получает греха. То есть фарз, он стоит выше сунны. Фарз стоит выше сунны. Можем сказать, что мы это и так все знаем, так ведь? Но тут, если перейти к жизненным примерам, то не так все просто. Тут фарз не только в отношении поклонения, ураза, хадж, закат, намаз. Нет, есть же и другие обязательства. И это как права, обязанности, соблюдение прав лиц, людей, родственников, семьи, жены, соблюдение прав мужа, соблюдение прав жены и другие. То есть есть другие обязательства. И давайте попробуем разобрать это. Во-первых, что же служит доказательством того, что фарз, он стоит выше сунны? Это хадис кудси. Хадис кудси – это хадис, который пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передает от Аллаха Всевышнего. Хадис кудси – это слова Всевышнего Аллаха, который передал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, который передается от Абу Хурайра, радийаллаху анху. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, воистину Аллах сказал следующее. И у нас хадис идет, длинный, известный, и в части которой говорится, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. И не приблизится ко мне раб посредством деяния какого-либо, которое было бы любимее мне, чем то, которым я его обязал. То есть деяние, которым, наилюбимейшее деяние, посредством которого мой раб приближается ко мне, это является то деяние, которым я его обязал. Аллах Субхану ва Тааля говорит, наилюбимейшими деяниями, то есть для него являются те, которыми он нас обязал. Фарз, ваджиб. Это является наилюбимейшее деяние перед Аллахом Субхану ва Тааля. И уже затем, только после того, как после фарда, после упоминания фарда, Аллах говорит, «Валя язалю абди ятакаррабу илейя бин навафиль хатта вахиббах». И не перестанет мой раб приближаться ко мне посредством дополнительных деяний, пока я его не полюблю. И в продолжении хадиса, и когда я его полюблю, я буду слухом, я буду его слухом, буду его зрением, я буду его рукой, которую он трогает, и ногой, которой он идет. Если он будет у меня просить, я ему дам. Если он будет прибегать ко мне, я дам ему поддержку. То есть в этом хадисе явно указывается на то, что фарз, обязательное поклонение, остаются выше, чем сунна, чем нафль, чем дополнительное поклонение. И от Абдуллаха ибн Умара приходит хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором говорит, ислам держится на 5 вещах. Держится на 5, строится 5 столпов. То есть основа ислама 5 вещей.
шахадат алла илляха илляллах, свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха, соблюдение 5 намазов, закат, хадж и саум, пост в месяц Рамадан. То есть вот эти основы, эти фарзы, и на них держится религия ислам. Тут не указаны никакие дополнительные, ни нафиль, сунны, да, дополнительные поклонения не указаны тут. То есть этот хадис указан на то, что если человек совершает вот эти 5 обязательных столпов, то у него есть религия. И на это указывает следующий хадис, где к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, приходит один бедуин. Приходит один бедуин из пустыни и, присаживаясь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, спрашивает о религии ислам. Этот бедуин проходит и спрашивает о исламе. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что ислам – это соблюдение, выполнение 5 намазов в день, днем и ночью. Тогда он говорит, есть ли еще какие-то помимо этого обязательные молитвы? Он говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, нет, если только ты не пожелаешь совершить дополнительные молитвы, нафиль или сунны. Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, также продолжает, и также из ислама является соблюдение поста в месяц Рамадан. И бедуин спрашивает, а есть ли еще обязательный пост помимо поста в месяц Рамадан? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, нет, если только ты не пожелаешь дополнительно поститься. И также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, и также аз-закат, выплачивание обязательной милостыни. Если у тебя твой удел, твое имущество достигло определенного уровня. И тогда бедуин спрашивает, а есть ли еще обязательные милостыни, которые я должен платить? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, нет, если только ты не пожелаешь дополнительно что-то еще выплачивать, садака, дополнительную, добровольную милостыню. И после этого бедуин что говорит? Клянусь Аллахом, я не прибавлю к этому ничего и не убавлю от этого ничего. И уходит. Намаз, саум, закат. Не прибавлю к этому ничего и не убавлю от этого. То есть я буду выполнять только это, говорит. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как этот человек ушел, говорит, афляха ин садак. Если он говорит правду и сдержит свое слово, то он что? Преуспеет, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, значит, фард, обязательство, это есть основа религии. Если человек выполняет только фарды, иншаллах, что он преуспеет, как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И есть доказательства следующие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, уже как раз таки эти далили указывают на то, что на достоинство фарда, то, что он стоит превыше всего. И есть уже доказательства прямые, указывающие на то, что фард стоит, то есть когда фард пересекается с дополнительным поклонением, фарду обязательному отдается предпочтение. Как в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который приводит имам аль-Бухари и Муслим, от Абу Хурайры, радийаллаху анху, что говорит пророк? «Ла яхиллу лильмар'ати ан тасума ва зауджуха шахидун илля биизнихи». Не разрешается женщине поститься, дополнительный пост, и ее муж рядом, кроме как по его дозволению. Не разрешается женщине поститься, когда ее муж рядом с ней, то есть он не в пути, где-то рядом с ней, кроме как по его дозволению, говорит. Что это указывает? Дополнительные, то есть поститься дополнительные понедельник, четверг, 3 дня в середине месяца или другие дополнительные посты, это нефель, это дополнительное поклонение. А соблюдение прав мужа, это что? Это обязательство, да, фарз, ваджиб. Это обязательно. Если она будет выполнять, она получит награду. Если же она оставит соблюдение прав мужа, то она будет что? Получать грех, как в другом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, если муж пожелает приблизиться к своей жене, она отвернется от него, то есть она откажет ему, то ангелы будут проклинать ее до следующего утра. Так ведь? То есть она будет проклята, и на ней будет грех. И тут даже получается, если женщина захочет совершить дополнительное поклонение, как саум, например, ураза, пост, она должна спросить сначала разрешение мужа, потому что право мужа – это соблюдение права, это ваджиб, а дополнительный пост – это сунна является. А бывает у нас такое, что? Как? Жена говорит, а я пощусь, да? Даже не знаешь иногда, может быть такое.
То есть вот это непонимание. И это же не просто так все. Это не просто так, это не принижение достоинства женщины. Нет, в каждой вещи, в каждом хадисе, в религии есть мудрость. Просто из-за такой ситуации может вред огромный нанестись. В общем, даже всей семье в общем. И именно из-за этого, то есть из-за таких мудростей, Аллах Субхану ва Тааля расставил все на свои места. И не только права мужа, но также есть и права у жены. Как приводится история от Сальмана аль-Фариси и Абу Дарда, радийаллаху анху, великие сподвижники, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, между ними побратовал. То есть было такое в истории в Сирии, в биографии пророка, саллаллаху алейхи вассалям, период в Медине, когда он переехал в Медину, он побратовал. То есть одного из переселенцев побратовал с одним из жителей Медины. И братьями сделал. Они даже наследовали имущество друг друга. Вот. И значит, Сальман пришел однажды в дом Абу Дарда и увидел, что жена Абу Дарда перестала за собой ухаживать, да, даже за одеждой, за внешним видом своим не следит. Он спросил, что с тобой случилось. Она говорит, Абу Дарда, говорит, не нуждается ни в чем мирском. Он, говорит, постится днем и молится ночью. То есть Абу Дарда перестал, что? Уделять своей жене внимание, то есть выполнять, то есть у женщины тоже есть свои потребности, свои права, и Абу Дарда перестал уделять ей должное внимание. И тогда что сделал Сальман? То есть Абу Дарда принес Сальман аль-Фариси как гостю еды, а сам не ест. И тогда Сальман говорит, я не буду есть, пока ты не поешь. И тогда Абу Дарда испортил свой пост, поел. И ночью, когда ночь наступила, Сальман пошел спать, и Абу Дарда тоже, и за собой тоже поволок. Абу Дарда тоже говорит, спи. И уже на утренний намаз потом они встали. И говорит потом хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он приводит, воистину, говорит Сальман, у твоего Господа есть права перед тобой. И у твоей души, твоего нафса, твоего тела тоже есть права перед тобой. У твоей семьи есть права перед тобой. И у твоего гостя есть права над тобой. И так отдавай же каждому его право, которое он заслуживает. И тогда Абу Дарда, услышав эти слова, говорит, «Садака Сальман аль-Фариси». Воистину правду сказал Сальман аль-Фариси. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал эти слова Сальмана аль-Фариси, он сказал, воистину правду сказал Сальман аль-Фариси. То есть множество хадисов и примеров из жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приводится на то, что фард, он стоит выше, чем нафль. И также у нас известный хадис, где говорится, что первое, о чем спросит человека в судный день, это будет намаз, фарз. И если в намазе у него все нормально, то перейдут к следующим его поступкам. Если же у него есть какие-то недостатки, Аллах спросит, есть ли у моего раба какие-то дополнительные молитвы, дополнительные поклонения, нафль. И тогда посредством этих дополнительных вещей покроют что? Ошибки, которые он совершал в обязательной молитве. И также потом говорится, и также его последующие деяния, обязательные, например, пост в Рамадан, если у него какие-то были недостатки, посредством нафль эти недостатки будут покрыты. Или хадж, или другие обязательные поклонения, где у него были недостатки, упущения, из нафль будет покрывать эти недостатки. И этот хадис тоже указывает то, что в первую очередь будет спрашивать о фарзе у тебя. Как ты его совершал? Как ты, в полной мере ли ты его выполнял? И уже потом только, если у тебя вообще фарза нету, то уже нафль вообще никак не поможет. И также, например, один из ученых сравнивает поклонение фард и нафль, то есть людей, те, которые выполняют фард и нафль, это как должник, говорит. Человек, у которого есть долг. Ты кому-то должен. И когда ты можешь отдать долг, то ты совершаешь справедливость. Ты справедливый. Тебе дали, ты вернул. А ты можешь поверх этого долга, который возвращаешь, еще также благо какое-то оказать этому человеку, который тебе долг дал. Просто от себя. Да? То этот человек, который будто выполняет фарз, и также выполняет нафли. А тот же человек, говорит, ему дали в долг, он долг не возвращает, а разные подарки дарит вот этому тому, который долг ему дал, да, оказывает ему благочестие какое-то. Этот человек что? Его вот эти подарки, его благочестие, оно же его, долг-то его не снимает с него.
Таким образом, один из великих ученых сравнил положение фарзов и нафлей в религии. Если же привести примеры из нашей жизни, скажем, повседневной, то тут можно затронуть такие вопросы, как соблюдение, то есть пост када и пост нафль. То есть если у тебя в Рамадане остался када, ты еще не додержал пост в Рамадан, то ты должен его додержать перед тем, как уже приступить к дополнительному посту. Нужно сначала када додержать, а потом уже переступать к дополнительному посту. Или же, например, у человека есть возможность совершить хадж. У него достигло имущество, у него есть физическая возможность, у него есть денежное состояние, у него уже обязательно стал ему хадж. А он имеет эту возможность, и когда у него лежит обязательство, он не едет в хадж, он, например, скажем, едет только на умру. Этот человек тоже что? У него уже обязательно хадж на нем, а он не едет на хадж, когда он на него обязателен. Он оставляет обязательно ради чего? Ради дополнительного. И также мы сказали, что фард – это не только права Аллаха, но также права людей. Может быть такое, что человек, у которого, как мы сказали, муж перед женой, или же один из родителей, отец или мать, зовет тебя, у них какая-то просьба есть, помоги мне, а ты желаешь совершить в это время что-то дополнительное. Коран почитать, 2 раката, намаз духа почитать, или еще какие-то. Или же ты в этот день, например, тебе завтра ехать в деревню картошку копать, а ты в этот день решил пост держать дополнительный. И тем самым, держа пост, ты что? Ты уже не можешь в полной мере выполнить права свои перед родителями. Не только перед родителями. Также к этому можно пример привести на работе. Если ты устроился на работу, заключил договор, что ты будешь выполнять определенный род действий, да, работу будешь выполнять, приходить на нее в отведенное время, делать ее согласно договору, это уже становится чем? Соблюдение договора это является обязательством уже. Ауфу биль укуд. Выполняйте, то есть соблюдайте свои договора, говорит Аллах Субхану ва Тааля, обязывает нас, повелевает нам. А ты, если, например, решился держать дополнительный пост, но ты знаешь, что этот дополнительный пост навредит чему? Он будет вредить твоей работе. Ты не сможешь выполнять те обязательства, которые на тебя возложены в полной мере, и ты будешь допускать упущения у тебя будут. И тем самым в данной ситуации что получается? Получается, ты не должен держать пост, потому что у тебя есть обязанность, а это дополнительно мешает выполнению обязательного. И примеров этому очень много. На этом, иншаллах, наверное, свою часть завершу. В общем, наше правило касалось того, что фард, обязательные вещи, они стоят превыше сунны, превыше дополнительных вещей. И это везде, не только в поклонении, а также в правах людей, которые нас окружают. Семья, муж, жена, родители, сосед. Например, ты хочешь громко послушать Коран, и ты тем самым начинаешь что? Соседу вредить. Да? Этим самым ты мешаешь. Или ты ночью решил встать на намаз, таравих дополнительно, тахаджуд, дополнительный намаз почитать. Громко вслух ты его читаешь, и тем самым ты кого-то можешь навредить, разбудить. Также, что это противоречит правилам. То есть не нужно только о себе, как бы в данном случае думать, а нужно думать о обязательных, о фарзах, вещах, которые на тебя возложены. На этом, иншаллах, мы передадим слово Фаниль Хазрату. Он объяснит, иншаллах. Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Конечно, в шариате очень много пунктов для того, чтобы дать предпочтение одному делу над другим. Вот Булат Хазрат одно из них упомянул, то есть какие-то дела у нас являются обязательными, какие-то являются дела дополнительными. Есть какие-то дела, которые можно откласть, есть какие-то дела, которые
нельзя откласть. Например, такую фетву недавно читал, женщина спрашивает и говорит: вот муж мне не уделяет внимания, вот как в хадисе приходит, и говорит: однажды я болела, 3 дня уже болела, не могла встать с кровати. А муж очень любит родителям помогать. То есть я не придираюсь к этому, отношусь к этому положительно и нормально, и поддерживаю в этом. Но когда я вот 3 дня уже не могла встать с кровати, попросила мужа отвезти меня в больницу, он сказал: я обещал в этот день маму свозить на рынок, купить ей что-то. И тут ученый говорит, то есть вот это то, что что-то надо купить, это можно откласть, так как тут появилась необходимость, и та необходимость, которую нужно непосредственно сейчас выполнить, потому что у него есть обязанности и перед женой, не только перед матерью. Аллах Субханаху ва Тааля обязал это, так же, как Он обязал выполнять какие-то обязанности перед родителями, также Он обязал мужчину выполнять какие-то обязанности перед своей женой, перед своими детьми. И поэтому есть такое, что некоторые обязанности их можно откласть, а некоторые, например, обязанности их надо выполнить сразу. И поэтому, естественно, дается предпочтение той обязанности, которые нужно выполнить сейчас. То же самое, например, говорят: идешь на джамагат намаз, вот ты уже около мечети. Но в это время появился мункар, какой-то грех, который ты знаешь, что ты точно сможешь его искоренить. И нету рядом того человека, который бы смог бы исправить это. То есть видишь, например, кого-то там хотят ограбить, а ты можешь это исправить. И при этом ты опоздаешь на джамагат намаз. И вот тут как раз вот появляется то, о чем я буду говорить. Это Аллах Субханаху ва Тааля во многих вопросах, не во всех, сразу скажу, а во многих вопросах дает предпочтение тем обязанностям, тем хукукам, тем правам, которые возложит на человека перед рабами. То есть Аллах Субханаху ва Тааля, когда обязывает человека, у него есть такие права, которые относятся по отношению к нему только, как, например, пост, так же, как, например, намаз читать. А есть те обязанности, которые он вменил человеку перед другими людьми. Например, отдавать в долг. Например, то, что исправлять какую-то несправедливость. Например, побуждать к одобряемому. И другие обязанности. Например, то, что муж должен обеспечивать жену. Например, у жены перед мужем, как в хадисе пришло, и так далее. И вот иногда, и во многих местах в шариате Аллах Субханаху ва Тааля, когда есть противоречие между этими вещами, дает предпочтение именно в том, что Он вменил в обязанности перед рабами. И вот тут тоже ученые говорят, что человек, даже если он пропустит джамагат намаз, он должен будет исправить вот эту несправедливость, или вот этот зулем, или вот этот грех, даже если он пропустит джамагат намаз. И даже в более легких вещах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на это. Например, в хадисе приходит Анас ибн Малика, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ида хадар аль-аша», если преподнесли еду, а человек хочет кушать, «Ва уқимат ис-саля», а на намаз уже камат сказали, «Фабдау биль-аша», говорит, то есть начинайте с еды, а не с намаза. То есть даже если он пропустит эту еду, этот намаз, джамагат намаз, если пропустит, то он должен начать с еды, потому что это здесь именно права человека, и тут Аллах Субхану ва Тааля дал праву человека предпочтение над своим правом. И из этого беря ученые сказали: «Хукукуллахи мабниятун аля мусамаха», права Аллаха, то есть те обязанности, которые человек должен выполнить перед Аллахом, именно не только перед Аллахом, они основаны на прощении. То есть Аллах Субхану ва Тааля может наказать человека за это, а может простить. А те права, которые
Аллах обязал человека перед другими рабами, то есть это тоже Аллах обязал перед другими людьми, оно основано на скупости и припирании. Откуда это берется? Например, хадис есть от Абу Катада, он говорит, я слышал, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, упоминал про джихад и упоминал про лучшие дела, и встал человек и сказал: о посланник Аллаха, если я умру на пути Аллаха, простятся ли мои грехи? И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, простятся, если ты умрешь на этом. Если ты умрешь, будучи терпеливым, будучи желаем награды Аллаха, и не будет у тебя никакого другого ниета. Однако пророк, саллаллаху алейхи вассалям, какое-то время постоял и потом подумал и сказал: как ты сказал, повтори-ка заново вопрос. И тот опять повторил вопрос, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: да, но только если на тебе не будет долга, говорит. Если на тебе не будет долг, то долг, он, говорит, не прощается. То есть те обязанности, которые у человека были перед Аллахом, Аллах может простить. Но те обязанности, которые вменил Аллах, субханаху ва тааля, перед другими людьми, они могут проститься только посредством того, что человек извинится или вернет право этому человеку. Но никак по-другому. Хоть тут и долг упоминается только как пример. Долг упоминается только как пример. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, очень часто упоминал это. И даже в последнем хаджи, когда люди были собраны, и можно сказать, что это последний из васиятов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал то, что ваше имущество, ваша честь, ваша жизнь, ваша кровь, это все, говорит, харам. Харам, говорит, есть права у человека, нельзя это нарушать. И поэтому, беря из этого, ученые говорят, что вот иногда дается предпочтение. Например, можно сказать, когда человек, у него есть вода, две воды с собой. Одна вода с наджисом, другая вода чистая. Одна вода с наджисом, другая вода с чистая. И у него нет тахарата, и намаз приближается. И при этом он в пустыне, и у него другой воды не будет. Ему пить надо. Что ему делать? В этом случае ученые говорят, пьет чистую воду, а на намаз берет таяммум. Хотя намаз – это что? Право Аллаха, и должен быть, по идее, выполнен так, как Аллах субханаху тааля велел, но при этом дается предпочтение его праву. Человек читает намаз, и кто-то тонет, или опять что-то, слепой может упасть в яму, видит он, или другие вот подобные ситуации, то в этом случае, говорит, ему можно оставить молитву, даже если выйдет время. То есть для исправления этого можно оставить намаз, даже если выйдет время. Сколько Аллах субханаху ва тааля дал человеку причин, например, для того, чтобы не посещать джумга намаз. То есть есть ахзар, то, что разрешает человеку не посещать джумга намаз, то, что человеку позволяет не посещать джамагат намаз, то, что человеку позволяет не держать фарз, пост, также знаем, да? Есть очень много. И в этом указание именно в шариате на то, что вот это очень важно не забывать о правах перед другими людьми. Ведь эти права, это не просто права перед другими людьми, это также и право Аллаха, так как это Он обязывает нам. То есть тут получается, когда Аллах субханаху тааля велит нам читать намаз, Он велит совершать одно право. Когда Аллах субханаху ва тааля велит мужчине содержать семью, или велит женщине выполнять права по отношению к мужу, то тут получается два права. Право Аллаха, как то, что Он является тем, кто устанавливает шариат, и право, которое Аллах субханаху ва тааля установил человека,
одного человека перед другим человеком. Поэтому очень важно иногда, когда мы даем предпочтение одному делу над другим, учитывать вот эти вещи. Врач, операция 11 часов длится, 12 часов длится. Есть операции 24 часа длится. И, естественно, в это время врач может что? В это время есть намазы. И, например, нет возможности, чтобы врача подменяли. Да? И бывают такие ситуации, когда врач не смогут его подменить, так как он уже начал и идет. И новый человек, если будет подменять, ему заново нужно будет вникать во всю ситуацию. И врачу придется пропустить несколько намазов. И в этом случае разрешают ученые это делать. Потому что вот это то, что он делает, это те права, которые Аллах Субхану Тааля обязал человека перед другими людьми. И это то, что тоже обязал Аллах Субхану Тааля. Также из примеров можно взять то, что, например, человеку Аллах Субхану Тааля разрешил сказать слова куфра, если его принудили к чему-то. Его сказали, что убьют его, или оставят калекой, или что, и человек для того, чтобы спасти себя, сказал какие-то слова, которые являются куфром, например. Как было это с одним из подвижников. И когда он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и начал плакать перед ним и рассказывать ситуацию, Аллах Субхану Тааля не послал аят. То есть очень много пунктов, очень много таких вещей, когда дается предпочтение одной вещи, одного поклонения над другом. И надо понимать, что это предпочтение дается только тогда, когда можно выполнить только одно из них. А не абсолютно. Еще есть примеры, интересных примеров, которые приводят. Человек умер, и на нем был закят. То есть время закята пришло, год прошел, но он не выплатил. И через какое-то время умер. И при этом у него были долги. Чему дается предпочтение? Закят – это чисто право Аллаха. А долги – это те права, которые Аллах Субхану Тааля, права людей, назовем их. Чему дается предпочтение? Долгам дается предпочтение в этом вопросе. Так как даже если говорится, что в закяте есть права мискинов, тоже людей, но когда про долг говорится, долг он конкретному человеку должен. А когда закят не конкретному также, в общем только. Поэтому в этом случае дается предпочтение долгам. Также человек, например, хочет выйти хадж, но у него сумма набралась, но при этом у него есть долги. И эти долги нельзя отсрочить. То есть срок у него все уже пришел. И человек, которому он должен, не разрешает ему. Говорит: нет, ты мне долг отдай. И вот есть братья, когда приходили, задавали вопрос, они были те, кто совершал хадж, имея долги перед другим человеком, не выплачивая долги. И бывали люди, которые уезжали, и при этом их семьи нуждались в деньгах. То есть он не обеспечивал свою жену какое-то время, не обеспечивал своих детей какое-то время, копил на хадж, так скажем. И при этом уехал на хадж, а семья продолжала нуждаться. То есть это неправильно. Потому что в этих вопросах Аллах Субхану ва Тааля дает предпочтение над своими правами, правам рабам. И, как я сказал, это правило дается предпочтение правам людей над правами Аллаха. Это не абсолютное правило. Есть вопросы, в котором дается наоборот предпочтение, но в большинство вопросов именно такое. И надо понимать, когда мы говорим права раба, это не значит, что это чисто с человеком связано. Это тоже то, что Аллах вменил нам в обязанность. Это то, что Аллах
обязал нам. И есть еще очень много, то посредством дается предпочтение, и одно из них – это когда человек, вот есть его личные выгоды, и есть выгода обществу. Есть личная выгода и есть выгода перед обществом. То есть, если он может сделать свою личную выгоду, но при этом пропадет польза для общества, или же выполнит пользу для общества и пропадет выгода для себя. И вот об этом расскажет Райхан Хазрат. Райхан Хазратны куркаттайын фәйн. Думаю, что он подглядывает мою листочку? Отлетает моего листочка. Начал рассказ вместо меня. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Во-первых, нужно сказать то, что ислам основан на пользах, то есть сама религия ислам изначально пришла для того, чтобы принести человеку пользу, абсолютную пользу, поэтому ислам, где есть ислам, там есть польза. В исламе нет вреда. И поэтому у нас есть польза, маслаха, есть мафсада, вред. Когда есть польза, есть вред, мы понимаем, что выбирать. Потому что это полезно, это делаем, это вредно, мы это должны оставлять. Если есть выбор, то человек выберет полезную вещь. Нормальный, разумный человек. Но, с другой стороны, у нас же есть пользы, много есть. Поэтому сами пользы между собой еще не отличаются. Различаются их степени. Поэтому, как было сказано, то, что у нас есть маслаха амма, называется такая общая польза, широкая польза. И есть маслаха хасса. Это личная или такая узкая польза. Потому что здесь можно понять, как вообще общеисламская польза, а можно понять, как общая какая-то польза какого-то джамаата, какую-то группу людей. И есть здесь широкое понимание, это общеисламская польза. И то, что мы о чем говорили на предыдущих лекциях, то, что ислам, он пришел для того, чтобы оберегать 5 вещей. Это религию человека, это его жизнь, его разум, его потомство, его имущество, это польза. Получается, все, предписания шариата направлены для того, чтобы эти вещи оберегать, их сохранять. И всегда, то есть в любом случае, это предпочтение. Это считается общей пользой, общеисламской, общей человеческой пользой. Поэтому, как пример, во времена посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, одна женщина из племени Махзумия, она украла, присвоила имущество. И стал вопрос, что необходимо применить шариатское наказание по отношению к ней. И люди там, из-за того, что она была, знатная женщина по их меркам, то люди не захотели это сделать. То есть ее родственники, ее соплеменники начали искать пути выхода, как этого избежать. Как избежать наказания. И один из способов они решили, чтобы кто-то пошел к пророку Мухаммаду салям и с ним договорился, чтобы кто-то за нее заступился, за эту женщину, чтобы наказание ей не применялось. И выбрали того, кого пророк Мухаммад любил больше всего, Усаба ибн Зейда. Его с ним поговорили, он согласился, пошел к пророку Мухаммаду салям. И когда он объяснил ему цель своего визита, для чего он пришел, то пророк Мухаммад саллаллаху очень сильно рассердился и сказал то, что как ты посмел, Усама, заступаться за какой-то грех, чтобы отменить наказание, отменить наказание, возложенное Всевышним Аллаху субхану ва тааля, предписанное Аллахом. И после этого пророк Мухаммад саллаллаху встал и произнес хутбу, потому что всегда какое-то было событие, какое-то греховное событие. Мухаммад собирал всех людей в мечети и им объявлял. Он, конечно, не говорил, кто это сделал. Он просто говорил, что вот как есть подобное действие. И сказал то, что люди, айюханнасу, предыдущие народы, предыдущие общины, они впали в заблуждение из-за того, что
если, скажем, воровал кто-то, скажем, знатный, богатый, его оставляли, его не трогали, то есть его не наказывали. А если воровал кто-то бедный, то его наказывали. Получается, скажем, здесь же, скажем, общая польза, это же, скажем, воровство, оберегание имущества человека. Поэтому пророк Мухаммад сказал то, что если люди перестанут заботиться об этих вещах, вот об этой общей, громадной, большой пользе, то есть целях шариата, то люди, скажем, впадут, скажем, в заблуждение. То есть, как бы это, получается, люди будут в заблуждении, погибли, сказано в другом риваяте, что они погибли. Получается, пользы, общие пользы начали теряться. Начали личные какие-то пользы ставиться выше пользы общественной. Поэтому в любом случае, если, скажем, есть польза общешариатская, есть польза какая-то личная человека, потому что когда воровство, когда получается, нужно отрубить руку. Если здесь один человек пострадает, скажем, чтобы, если захочет остаться с рукой, это его личная польза. А есть, получается, общая польза, общая, человеческая, потому что оберегание имущества. Потому что если сейчас мы его оставим, другие будут воровать. И получается, имущество не будет сохранности. Люди будут спокойно его присваивать. Поэтому, когда говорится общая польза, имеется в виду это. То есть, получается, как бы не только вот как мысль, да, как мечеть, да, скажем, да, и какая-то личность сидящая здесь, а какие общие исламские пользы. Им дают всегда предпочтение, поэтому все, что оберегает, скажем, жизнь человека, скажем, то есть и все, что к этому ведет, значит, человек должен соблюдать. И человек не имеет права какие-то вещи нарушать. Все, что приводит, вот как здесь в хадисе, оберегание имущества человека, то, получается, ставим это выше. Выше, потому что если мы один раз дадим слабинку, то потом уже другие люди увидят то, что, оказывается, и так можно, тебе ничего не будет. И тем самым, скажем, начнут и убивать, начнут и грабить, начнут присваивать имущество, потому что люди будут безнаказаны. И это общество, пророк Мухаммад назвал, что оно впало в заблуждение, или они погибли. Это общество идет, скажем, к исчезновению постепенно, данное общество. А если посмотреть более узко, то это получается, скажем, общество, скажем, польза, которая дает пользу, скажем, мусульманам, или общество вообще, скажем, людям, может, какая-то, скажем, может, город, деревня, какая-то мечеть, и, скажем, тот, кто ходит в эту мечеть, да, какие-то личности. И, скажем, когда человек предпочитает личную выгоду какой-то пользе общей, то есть общемусульманской пользе, скажем, пользу мусульманам. К примеру, как пример действия Абу Бакра радаллаху анху, когда в Медине было время, когда была засуха, был голод, и Абу Бакр был бизнесмен, и богатый бизнесмен был. В Медину, когда там Медина страдает от голода, прибывает его караван, который состоял из 1000 верблюдов, то есть было очень большое богатство по тем меркам, и которые были в Медине, другие бизнесмены, к нему пришли и сказали, что, скажем, там была стоимость, сказали, что вот за каждый динар, который там будет, мы дадим 2 раза, то есть 2 динара. Вот стоимость каравана мы дадим 2 раза больше. Удваиваем сумму, нам продай. Я сказал Аллаху, что нет, у меня есть более выгодная сделка, чем ваша сделка. Тогда сказали, что давай так, мы в 5 раз увеличим цену. То есть цена увеличится в 5 раз. Умножается, сказал, нет, Аллаху, есть еще выгоднее. То есть есть у меня сделка, то, что мне обещают 10 раз больше. И тогда все там, которые были люди в Медине, они сказали, как это больше 10 раз? Мы вот максимум 5 раз можем дать. В Медине больше нет никого. Мы самые богатые люди Медины. Получается, сказал, то есть дороже нас никто не даст. Сказал, то, что Аллах тогда дает. Потому что за каждый динар дает Аллах 10 раз больше. Поэтому он предпочел свою выгоду, он мог продать. Мог продать 5 раз дороже. Но он знал, что продаст, то в Медине же голод не завершится. Те же люди будут продавать будут людям этот товар, эту продукцию. И как бы Абу Бакр, получается, обогатится он сам лично, но мусульмане будут страдать от голода. Поэтому он предпочел, скажем, не стал обогащаться, он садакат сделал. То есть весь караван он отдал в виде садака. То есть раздал тем, кто нуждается, потому что, скажем, он же в этом мире, получается, опять-таки, мирской есть и ахират, да? То есть польза есть мирская и польза есть ахирата. Предпочтение чему давать? Также. Поэтому он предпочел, когда в мирской жизни он, понятно, что он там не остался без ничего, но он предпочел еще и награду, и он думал не только о себе, думал о мусульманах. Поэтому здесь личная выгода и выгода общества. То самое Абу Бакр, есть другой есть пример, когда пророк Мухаммад готовил поход на Табук,
скажем, там, в летом, в жару, опять-таки, когда средств было мало, и когда люди приносили свое имущество, как садака, на поход, на оружие, на продукты, на одежду, на животных, которые есть, на которых можно поехать. И каждый приносил сколько могли, и Абу Бакр принес все, что у него было. То есть, получается, все, что есть дома, он принес. И когда Пророк Мухаммад сказал, что ты себя оставил, он сказал, дома Аллах его посланник. Получается, там остались мусульмане. То есть Аллах Та'аля, иншаллах, их не оставит, Аллах Та'аля даст им пропитание. Они надеются на его удел. Опять-таки он предпочел, скажем, пользу общую, скажем, для общего дела, а себе ничего не оставил. Поэтому, скажем, это вот сподвижники, скажем, и пример, скажем, вот то, что и тоже пример сподвижников, это Абдулла ибн Умар, сын Умар ибн Хаттаба, радаллаху анху, который что сделал? Он купил верблюдов и отправил их пастись на, скажем, государственные земли, то есть государственное пастбище. То есть не какой-то там, да, там, личный, а там, общественный, да, то есть государственные. И он же был сын халифа в это время, то есть его отец был правитель государства. И там он купил верблюдов, там они, скажем, получается, там, они скажем, набрали вес, и он их выставил продавать на рынке. Когда Умар вышел на базар, видит, стоят там хорошие, да, там, тучные верблюды, сказал, чьи они? Это, говорит, Абдулла ибн Умара, говорит, твоего сына. Позвал, сказал, это что за верблюды? Говорит, ну я купил их, потом отправил туда, говорит, на то пастбище наше, да, там, да, государственное. И, скажем, получается, скажем, тебе продаю, то есть что такого-то, да? Сказал Умар, продай, верни свои, скажем, то есть свой капитал, верни начальный капитал. Остальное отдай, говорит, скажем, как садака, верни. Потому что из того, что сын правителя, сын халифа, скажем, он пас верблюдов там на госземлях, и там люди, которые были пастухи, скажем, чьим отдавать почтение? Другим верблюдам или верблюдам сына халифа? Понятно, что они, получается, поели, кормили их лучше, чем остальных. Получается, скажем, это польза, скажем, да, то есть получается, скажем, польза, скажем, общественная, а польза личная. И тогда Умар сказал, что ты делал неправильно, скажем, ты, получается, обогатился, скажем, за общественный, скажем, за счет мусульман. Получается, ты сделал неправильно, продаешь, свои деньги вернул, остальное ты должен, скажем, отдать, скажем, государству, в казну, потому что ты это заработал неправильно. Ты предпочел личную выгоду, пользуя именно выгоде общественной, общей мусульман. Или, скажем, к примеру, также, что аят упоминался, когда имам Ахмад, рахимахуллах, то есть была фитна, то, что его принуждали сказать слова, которые противоречат исламу, и когда имам Аш-Шааби, да, Аш-Шааби сказал ему, что у Ахмад, Аллах тебя разрешает, когда тебя вынуждают, тебе разрешается, скажем, сказать слова, то есть куфра, слова там неверия, но сказал Ахмад то, что он мог сделать. Но просто Ахмад, он терпел и знал то, что, скажем, он предпочитал пользу общую, своей личной выгоде. То есть ему, может, страдало, его, может, били, да, сажали, но он сказал, что посмотри за дверь. И там увидел, скажем, там были сотни были людей, которые были с пером, с бумагой. И все, что сказал Ахмад, записали бы и разошлось бы сразу по всей стране. Получается, сказал то, чтобы слова куфра, записалось бы, и все так говорили бы. Поэтому он, когда знает, что будет вред, будет всем мусульманам, он предпочел то, что страдал сам лично, но что мусульманам была польза. Поэтому, как мы видим, то, что, ну и другие примеры есть на хадисах, можно найти, то, что то есть ислам ставит пользу, там, общую пользу выше, чем твоя личная польза. Личная, скажем, или одного человека, или какой-то, может, маленькой группы. Потому что если есть польза большой группе, и есть польза маленькой группе, мы выбираем всегда то, что дает предпочтение пользы большой группы людей. Потому что есть, когда мечеть, есть твоя семья, так ведь, да? Семья – это мусульмане маленькая, да? И там мечеть есть. Получается, у мечети всегда больше прав, чем у твоей семьи. Конечно, не говорит, что семью нужно оставить вообще, да, полностью, что они никаких прав не имеют. Но, скажем, когда есть выбор, и когда, скажем, там все-таки пользы больше, чем здесь польза, нужно дать предпочтение пользе, скажем, мечети, пользе обществу, да, или пользе вообще мусульман. Поэтому, скажем, польза большой группы людей, она всегда выше, чем польза маленькой группы людей. И, скажем, также то есть польза общества выше пользы одного человека, личная. Поэтому, например, скажем, вопрос, конечно, может и спорный, но, скажем, приводить детей в мечеть.
Потому что, скажем, у тебя есть ребенок, скажем, ты хочешь, чтобы он ходил в мечеть. Ребенок, может, 2-3 года, 4 года, когда 5 лет. Понятно, что ребенок пока еще, скажем, он не самостоятельный, он может плакать, может кричать. И то, что его проводит в мечеть, это польза, да, потому что ты его приучаешь, своего ребенка, что он ходит в мечеть, видит людей, читаешь намаз, да, видит, то есть, других детей. Поэтому польза для тебя есть. Но когда, скажем, ты приводишь в мечеть его, и стоит, скажем, читает джамаат намаз, и там один ребенок там кричит и плачет, да, садали фей джамаат. Получается, ты получил пользу для себя. Возможно, да, потому что, если ребенок был спокойный, а если он плакал, если он кричал, если он там бегал и так далее, всем мешал, получается, пользу джамаата ты им навредил. Получается, пользу они не получили. Потому что нет пользы большой для джамаата, потому что, твоя личная польза есть, но есть вред джамаату. Большой пользы для джамаата это не будет. Хотя, конечно, он вас мусульманином в будущем, так ведь? Это тоже польза. Поэтому предпочтение, когда получается джамаату, получается польза джамаата, то, что читать намаз спокойно. Они не отвлекаются и не думают намаз, чей-то сын такой, там, да, дочь там бегает, мешает намаз, да, нужно поговорить последствия, да, после намаза. Поэтому польза то, что намаз читают все смиренно, общая польза. А польза твоя личная, получается, вот нужно ставить на весы всегда, чему человек дает предпочтение. Нужно выбирать именно между этими двумя вещами. Получается, каждое действие человек, он, поэтому называется муазин, то есть взвешивание. Ставим, когда эту сторону, ставим другую сторону. Какая сторона перевешивает, здесь, скажем, есть польза одна, есть польза другая. Получается, какая из пользы она перевешивает, какая, скажем, получается, ей нужно давать предпочтение, и всегда, получается, должна перевешивать все-таки польза такая, общественная, польза широкая, польза, которая, скажем, приносит пользу, скажем, большему количеству людей. Поэтому, скажем, вот, скажем, то самое, скажем, вот мечеть, скажем, какие-то дела там, да, то есть, скажем, призыв, да, поэтому, скажем, вот в исламе же, например, скажем, вопрос того самого джихада, да, потому что там все-таки мусульмане же, они хотели принести пользу людям, поэтому, скажем, пользу людям, это дават, да, призыв людей к исламу. Но ты не можешь это сделать, сидя дома, нужно куда-то выходить. Сахабы даже выходили там в походы, воевали, да, поэтому они поняли то, что, скажем, польза ислама, она выше, чем польза ислама, выше личной пользы. Сидеть дома, наслаждаться какими-то благами и где-то испытывать какие-то трудности в походах. Поэтому, когда Рибаи ибн Амир, радаллаху анху, пришел к Рустуму, полководцу персов, и тут полководец, он же даже не правитель, просто военачальник, он командующий армией. Он там сам сидит, там ковры, там, да, золото, серебро, там, да, все украшения, там у него сам сидит, там, да, украшенный. Приходит сподвижник, который там какой-то заехал там на ковры там на своем там животном. Он, скажем, одежда такая простая, там, да, и, скажем, его зовут, говорят, сними меч, не сними, вы меня позвали, говорит, поэтому вы позвали, значит, скажем, терпите меня. Он берет там ковры такие широкие, красивые, толстые, да, он, скажем, берет копье, он идет туда, втыкая копье в этот ковер, показывает, что для него, скажем, эти вещи ничтожные. Хотя, может, конечно, исраф-то, да, но здесь, получается, все-таки, он показал то, что, скажем, он выше, чем эти вещи, да, потому что польза, скажем, ислама, больше, чем это мирская. Поэтому он подходит и сказал, что, скажем, мы Аллах нас направил для того, чтобы мы вывели людей из поклонения людям, поклонения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Польза получается то, что, скажем, мы хотим, чтобы вы, скажем, вы подчиняетесь Аллаху, а не людям. Поэтому, получается, это большая польза для человека, чем, скажем, личная польза. Поэтому они выходили, и там годами, месяцами они, скажем, ходили, то есть на пути Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому, вот, скажем, джихад, даават, скажем, то самое закят такой, да, потому что твои деньги, личные деньги, это твоя польза. А закат это скажем, часть пользы мусульманина кому-то. Так. Получается, когда вот есть закат, наступает время, и условия выполняются, ты должен отдать человеку, когда он хочет, чтобы у него остался закат. Потому что это твои деньги, это твоя личная польза. Но закат – это польза вообще мусульманам, обществу. И вот закат или призыв к одобряемому, порицание запретного, запрет порицаемого действия, то же самое. Получается, им дается предпочтение всегда. Поэтому нужно смотреть, нужно думать и предпочитать, стараться. Предпочитать, потому что есть, все в семье, дети есть, да, у них тоже есть право. Есть право, поэтому, когда, скажем, если там сказано, что никак-то там уйти невозможно, тогда ты уже там будешь. Но когда, скажем, там уйти без проблем, какое-то для общего дела,
для общеполезного, то есть для ислама, для да'авата, для того, что для роста мусульман, может, для спокойствия мусульман, да. Поэтому, скажем, человек должен предпочитать общую пользу. Пользу, скажем, получается, чтобы да'ават, чтобы мусульмане были спокойны. Если, скажем, ты будешь что-то делать сам, лично, и будет польза для тебя в этом, но будет вред для общества, эту вещь лучше оставь. Потому что Пророк Мухаммад салям, прям к примеру, вот тоже вопрос фарз, да, то же самое, да. Пророк Мухаммад салям, ему было приказано Каабу разрушить и построить заново. Это был фарз. Это была польза, от Аллаха это приказ был. Но Пророк Мухаммад салям заботился о том, чтобы мусульманам была польза, так, чтобы была польза и тем, кто в ислам пришел. Потому что эта польза, это какая-то личная, да, а та польза была общественная. Потому что люди только что только что в ислам пришли. Они еще новоспеченные мусульмане. Если Пророк Мухаммад салям, приказ его лично, то есть приказ ему пророку, да, Каабу перестроить, если он это сделал, там много людей из ислама ушли вообще. Они сказали то, что вот пошел пророк там, да, завел Мекку, все, Каабу разрушил там, да, и сказали, эта религия плохая, да. Поэтому его личная выгода, подчинение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, он предпочел, скажем, пользу общую. Он не тронул Каабу, потому что знал, что это будет, скажем, будет фитна, это будет вред. То есть пользы будет пользы больше не будет, больше будет вреда. Поэтому он сделал пользу общественную, он оставил людей в исламе. И, то есть, оставил то, что ему было приказано, хотя за это ему не было греха. Потому что он поставил правильно приоритеты и выбрал то, что более полезное. Поэтому, когда есть твоя личная польза, каком-то действии, да, поклонением и так далее, да, и есть польза джамаата, общества, мусульман вообще, то нужно думать не о себе лично, нужно думать именно о остальных мусульманах, чтобы им была польза, чтобы им не было вреда. Поэтому, когда польза, там есть вред. То есть, польза и вред, они всегда, скажем так, идут вместе, и человек выбирает всегда то, что более полезное, более нужное для вообще. То есть и для него, и для людей в общем. Говорить, конечно, можно долго, можно, немного, да. Поэтому... Вот, Райхан Хазрат, насчет этого только вопрос. Вот некоторые братья же как раз-таки, они, как бы сказать, ища свою выгоду, пользу, они как бы искренне желают именно постичь награду великую от Аллаха. Но разве не будет, да, больше награды, если человек выполняет общественно полезные деяния, а нежели выполняет действия, которые приносят пользу для него только? Ну, ты сам сказал, просто я не привел пример, конкретно приводил, но если какая-то польза, если какая-то сунна, если какое-то действие, которое, это действие. Но опять-таки, здесь вопрос намного шире, да, он глубже, чем так, потому что человек какую-то вещь, когда прочитал, он думает, что это сунна, нужно выполнять ее, да. И когда он выполняет ее, получается, и вредит кому-то другим людям каким-то образом. Поэтому, когда все это сунна, это может у кого-то не сунна так вообще, да. Поэтому у кого-то может, когда учил, сказал, что эту вещь оставь ради общего блага. Поэтому всегда общее благо стоит выше личного блага. То есть даже если награда есть тебе, но если тебе награда, а людям вред, получается, лучше сделать, чтобы ты награду получишь меньше, то есть за то, что ты не навредил, ты сделал пользу всем, иншаллах, тоже получишь награду за это. Если тоже, иншаллах, Аллах тебя не оставит, он даст тебе награду, потому что ты предпочел свою пользу общества. То есть это тоже есть награда. То есть человек не останется, что я сейчас это делал, значит, мне останется без награды, да? Поэтому не нужно быть, думать только о себе, не нужно быть эгоистом, нужно быть еще о людях. В Табари такой приводится интересная история. Там Умар ибн Хаттаб приходит к Абу Абдурахману, Абдулла ибн Масуд вроде бы. И тот стучится к нему в дверь, открывает слуга того сподвижника и видит, что этот сподвижник читает намаз, дополнительный намаз. И Умар ибн Хаттаб говорит, когда тот читает намаз, давай сокращай намаз свой. И тот сокращает намаз, поворачивается к Умару ибн Хаттабу, не возражает ему за то, что он так сказал ему. И Умар ибн Хаттаб говорит, слушай, там пришел караван, нам надо охранять его, пошли, говорит. То есть вот, общая польза, когда дается предпочтение общей пользы. И Умар ибн Хаттаб говорит, давай сокращай намаз, пошли. В наше время попробуй кому-нибудь скажи, да? И еще... Намаз так короткий. Куда дальше сокращать? И так минимум, да? Дальше некуда. Еще интересно то, что вот, если посмотреть на хадис, вот Райхан Хазрат насчет привода детей упомянул, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сокращал намаз
говорит, когда я слышал плач детей, да, плач ребенка. И при этом он указал одну интересную деталь, которую многие братья, мужчины имеется в виду, забывают. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сокращал намаз, сочувствуя кому? Отцу или матери? Матери. То есть бывает такое, что брат приходит в мечеть со своей женой и берет этого маленького ребенка, поднимает сюда, когда ребенок мог бы остаться там с женщинами. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, как видим, говорит, он сочувствовал не мужчине, не отцу, а матери ребенка. Значит, дети были с кем? Дети были с матерями. Дети были с матерями. Поэтому ученые говорят, в этом есть несколько польз. Во-первых, если получилось так, что пришли с детьми, то оставляйте, говорят, с женщинами. Во-первых, если ребенок заплачет, то она легче успокоит, чем отец. Это во-первых. Во-вторых, это подходит вот о том, что говорил Булат Хазрат. Например, чтение женщины джамаатом и чтение мужчины джамаатом различаются хукмы также? Различаются хукмы. Для женщины джамаат не обязательно. И даже, можно сказать, не является сунной как таковой. Ей сунной является дома сидеть, дома читать намаз, для нее предпочтительнее, чем, например, читать в мечети. Хоть и есть запрет там, например, чтобы запрет на запрет женщин посещения мечети. То есть мужчина не должен запрещать ей посещать, так как и женщина нуждается в общении, так как она тоже нуждается в получении знаний, так она тоже получает пользу от джамаат намазов, от коллектива. Но при этом мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, проявил сочувствие не отцу, а матери именно. И поэтому, говорит, оставьте ее с матерью. И для нее легче выйти из намаза и успокоить ребенка, чем по положению в хукме, чем для мужчины. И потом ученые также упоминают, что детей надо приучать к намазу с 7 лет, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда они начинают что-то понимать. Поэтому это и является тот возраст, когда нужно уже приводить в мечеть их. А до этого, говорят ученые, если ты ему скажешь сидеть и молчать, и он будет сидеть и молчать, то приводи, какой бы возраст ни был. Но если он не слушает тебя, будет все равно бегать, будет все равно кричать, то тут вот подходит под то, что это говорил Райхан Хазрат, тем более, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отругал сподвижников, когда они начали перекрикивать друг друга во время иатикафа, когда пророк, они ставили палатки внутри мечети, и одни сподвижники начали читать громко Коран, другие читать громко намаз, и друг другу начали мешать, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, каждый из вас обращается к Господу, и пускай не мешает друг другу, то есть читайте, но не мешайте друг другу. Если это в поклонении, то что сказать, если человек может без каких-либо последствий оставить своего ребенка, который тем более еще не умеет различать, что хорошо, что плохо, и тем более ты даешь такое ему воспитание, что это позволено, раз ты приводишь, и потом даже ругать запрещают, бывает, братья этого ребенка, и сами не ругают этого ребенка за то, что он бегал, за то, что он плакал, за то, что он кричал и не давал это намаз читать нормально. Чему ты обучаешь? До того возраста, когда он станет что-то понимать. Поэтому это очень-очень важно. Поэтому то есть не будьте холодны к этим вопросам. Не будьте холодны к этим вопросам. Не надо ислам ограничивать каким-то одним хадисом только или одним положением только, как мы говорим, что приказов много, и иногда человек входит в ситуацию, когда надо выбрать что-то, и у ислама очень много пунктов, в котором дается предпочтение одному делу над другим, и вот эти вещи надо изучать. То, что мы говорим, это недостаточно, но это хотя бы то, что даст нам подумать об этом, то есть, чтобы обращаться с вопросами, а не решать
не стараться решать это самому, а стараться советоваться в этих вопросах, потому что часто даже ученые в некоторых вопросах начинают обращаться к другим ученым для того, чтобы решить какой-то вопрос. А бывает мы, чтобы решить один вопрос, просто основываемся на одном хадисе и думаем, что этим мы действуем по сунне пророка, саллаллаху алейхи, а когда мы вот видели, что есть очень много пунктов, и в прошлом уроке проходили, когда дается одному делу предпочтение над другим делом, хотя оба, например, может являться фарзами, оба могут являться фарду айнами даже. Поэтому это очень-очень важно знать. Дорогие братья, если у вас есть вопросы, задавайте. Постараемся ответить, иншаллах. Давайте, не стесняйтесь. Әйдәгез, татарча алайса, сораулар булса. Русча бере алмасагыз. Балалар белән аңлаттык бит инде. Тәрбиялибез, балаларны. Һәрбер общий балаларга кагылышлы хөкем чыгарып булмый инде. Һәрбер баланың бит үзенең аның табигаты дип әйтик. Һәрбер әти-әнисе карый инде. Баласының хәленә карый. Менә бит хәзер аңлатабыз, иншаллах, Этот вопрос с детьми очень серьезный, на самом деле же, братья. Вот. То есть не только даже общая польза, частная польза, да, это частная польза, которая, она может оказаться мнимой, как один хазрат говорил. Вот ты привел своего ребенка, и он начал кричать во время намаза. А тут человек, получается, он получает зульм от этого ребенка. И он в порыве гнева, он может проклянуть этого ребенка вообще, твоего сына или дочь. И получается, сколько человек? Человек 50-60 намаз читает. И у нас же, скажем, хушу, такой смиренности, да, как у сподвижников, не бывает, когда намаз для них действовал как наркоз, да, когда во время намаза у них вытаскивали стрелы из ног, они не чувствовали боли в это время, как наркоз у них намаз был. У нас же не такой же хушу. Слышим плач ребенка, и имаму тем более может это навредить. И этот ребенок, он же мазлюм, а этот человек, он же мазлюм, то есть он тот притесненный человек, а дуа притесненного человека, оно что? Оно не отвергается. И ты привел ребенка, и как бы хочешь ему благо воспитать, а тут его там, скажем, несколько десятков человек может проклянуть за это в порыве гнева, за то, что он им намаз испортил. Очень страшные вещи. То есть надо думать, да, очень надо думать, да, и имам может из-за этого ошибиться. Путаться в намазе может. Намаз вообще может испортиться, он забыть может. Поэтому надо думать, это очень серьезный вопрос. Не говорю уж о безопасности, там у нас как бы нету, у нас же как бы не предусмотрены все возможности, даже в частности нашей мечети, да. Там ребенок может из балкона упасть, там и с лестницы. Отец у него встал на намазе и забыл вообще о ребенке. Ребенок не знаю, где ходит. Это же беспечное отношение. Естественно, нельзя так относиться. الله أكبر الله